Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Государственные награды в преддверии Нового года получили артисты, строители, юристы, врачи, а также работники различных предприятий и служб. Вручал их глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. Во Владикавказе после реставрации начала работу газонаполнительная станция. Объект будет обеспечивать автомобильные газозаправочные станции. По словам специалистов, ее мощности хватит, чтобы обеспечить потребности не только Северной, но и Южной Осетии. Эти люди отмечали Новый год уже минимум 100 раз. Администрация Владикавказа поздравила старожилов нашего города с наступающим Новым годом. Эти и другие темы далее подробно. Гости собирались задолго до начала. Здесь в республиканском правительстве ежегодно проходит церемония вручения государственных наград. Под аплодисменты в зал вошел Теймураз Мамсуров. Прежде чем начать, глава Северной Осетии обратился с приветственным словом. Глядя на таких, как вы, начинаешь верить в то, что никакие трудности нас не сломают. Мы уверены в том, что сила, которой мы обладаем, а эта сила – это вы и на вас похожие люди, ее достаточно, чтобы в огромной российской семье быть полезными для страны людьми. Так жили наши старшие, так жили наши предки, так и мы будем жить и будем воспитывать своих детей и внуков в том же духе. В списке награжденных 45 человек. Среди них артисты, строители, юристы, врачи, а также работники различных предприятий и служб. Медаль во славу Осетии, орден почета, благодарность президента Российской Федерации. Сегодня каждый получил то, чего по праву достоин. В конце слово опять взял Теймураз Мамсуров. Глава Северной Осетии поздравил с наступающим Новым годом и отметил, что благодаря труду этих людей республика по всем показателям двигается только вперед. Елена Черенкова, Ацам Аскочиев, Осетия ТВ. После длительной реконструкции во Владикавказе возобновила работу газонаполнительная станция. Первый подземный емкостный парк «Газпрома» на Северном Кавказе теперь соответствует всем требованиям пожарной и промышленной безопасности. Объект открыли представители группы компаний «Газпром Газэнергосеть» и глава администрации Владикавказа Сергей Дзантьев. Рассчитываем на дальнейшее развитие компании. Готовы к любым инвестициям, потому что инвестиции – это рабочие места, это налоги, а администрация города может только это приветствовать. При строительстве объекта основной упор сделали на безопасность и экологичность. Все 4 резервуара находятся под землей. За работой объекта круглосуточно следят с помощью специальных датчиков. Станция может переваливать до 30 тысяч тонн газа в год. Это в 2 раза больше, чем до реконструкции. Основными потребителями станут автомобильные газозаправочные станции республики. Северная Осетия потребляет большое количество сжиженного газа и имеет очень высокий показатель по уровню газификации автотранспорта сжиженным углеводородным газом в России. Это, конечно, обязательно должно сказываться на экономике и экологии региона. Мощности станции хватит, чтобы обеспечивать потребности не только Северной, но и Южной Осетии. По словам представителей «Газпрома», в соседнюю республику сжиженный газ будут перевозить в специально оборудованных машинах. Анжела Засохова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Он не любит лекции по формату, ему нравится вести диалог со студентами. Чермен Дзотов в очередной раз приехал из Москвы, чтобы поделиться некоторыми профессиональными секретами. Единственный мастер-класс на тему «Как сделать из своего имени бренд». Эта информация полезна для тех, кто хочет стать лучшим и самым известным экспертом в своем деле. Я с большим удовольствием всегда приезжаю сюда, общаюсь со своими преподавателями, со студентами, с ребятами, с которыми когда-то взаимодействовал, с которыми открывал в свое время юридическую клинику, наш центр бесплатной юридической помощи. И вот сегодня мы как раз таки учреждаем премию имени первого руководителя юридической клиники и будем вручать ежемесячно небольшую премию лучшему студенту юридической клиники. Надеюсь, это будет хороший мотиватор, это будет хороший пример и, соответственно, поддержка тех ребят, которые являются паровозом этого факультета, двигателем его, и показывают, скажем так, свои знания, добиваются чего-то. В списке 11 счастливчиков. Уже несколько лет на юридическом факультете по инициативе первого вице-спикера Северной Осетии Станислава Кисаева работает профильная клиника. Студенты оказывают бесплатную правовую помощь жителям республики. Здесь несколько рабочих
рабочих групп. Мадина Габулаева возглавляет одну из них. По итогам рейтинга ребята из ее группы оказались лучшими. Все они получат именную стипендию. Мне, как руководителю рабочей группы и студентам, которые входят в мою группу, очень приятно, что такие люди, как Чермен Зотов, не забывают о своем родном факультете и уделяют ему внимание даже после завершения этого факультета. И сегодня Чермен Зотов приехал к нам из Москвы, нашел время и вручил нам вот эту почетную грамоту, премию лучшей рабочей группе в клинике юридической, за что мы ему безмерно благодарны. Профессионал должен уметь правильно себя продвигать. В наше время это особенно важно, считает Чермен Зотов. Для этого он предлагает использовать все возможности, никогда не останавливаться на достигнутом и обязательно в любом возрасте продолжать учиться. Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ. Эти люди отмечали Новый год уже минимум 100 раз. Ежегодно администрация Владикавказа поздравляет старожилов нашего города с самым светлым праздником. Ведь эти люди – история нашего города. К праздничному столу им принесли сладости и вкусные подарки. Ну и что немаловажно, небольшая финансовая помощь. Всего самого-самого наилучшего. Спасибо вам большое. Спасибо. Историю города хорошо помнит и Тасика Лумбекова. Ей удалось увидеть внуков и правнуков, передать традиции. О Великой Отечественной войне и прошлом Владикавказа она рассказала 3 поколениям своей семьи. Гордость и уважение к прабабушке для них не просто слова. Отмечают Новый год они по-прежнему вместе. Нас 4 было, мы выехали после войны, значит, в село Сунжа, колхоз «Дружба». Вот, она там работала, ну, то, что там работала, это ясно, но я был маленький, я не могу. Но то, что в колхозе, когда переехали сюда, колхоз «Дружба», она работала. Возможно, секрет их долголетия в размеренном ритме жизни, поддержке семьи и в верности своей родине. 21 житель во Владикавказе уже перешагнул за вековой рубеж. Несмотря на преклонный возраст, они продолжают радоваться жизни. Наталья Алексеева, Яна Гагиева, Осетия ТВ.